Для кареты скорой ситуация обычная. Вой сирены, большая скорость, только на переднем сиденье не фельдшер, а сотрудник ГИБДД выслеживает неуступчивых водителей. Сейчас мы находимся в машине скорой помощи, которая двигается по городу достаточно на высокой скорости. Как меня, так и нашего оператора очень сильно потряхивает. Едем мы из центра и до РКБ, повторяя возможный путь от места происшествия и до больницы. Хочу сказать, что дорогу нам успевают уступать далеко не все автолюбители. Не прошло и несколько минут, как попался первый нарушитель. Мужчина движение скорой затруднил, но вину не признавал. Считал, что отъехал не сразу, но достаточно быстро. 10 секунд, вот я направо поехал, и все. Что не так-то, я не пойму. Я плохо пропустил, что ли? Сколько надо времени, чтобы пропустить ее? Кто скажет? Я не согласен вообще. Сколько секунд должно пройти? Незамедлительно, там нет, не регламентируется по секундам. В итоге, если выражаться языком автолюбителей, мужчина прилип на 5000 рублей. Очень дорогой штраф, скажете вы. Таков новый закон, ответят автоинспекторы. Данная статья предусматривает штраф от 3 до 5 тысяч или лишение водительского удостоверения от 3 месяцев до года. Если ранее это было 500 рублей и лишение водительского удостоверения от месяца до 3 месяцев, то сейчас действительно санкции, так скажем, стали жестче. Самый долгий доезд составляет 10 минут. Рустам Садыков работает водителем скорой уже 12 лет. Время для него главный показатель хорошей работы. Сегодня обратился к автолюбителям, от которых в том числе зависят жизни людей. Хотелось бы к ним обратиться, чтобы они были повнимательней. Всех участников дорожного движения города Казани могут быть оказаться их близкие родственники, также сами в карете скорой помощи. Убедительная просьба уступать. Нарушений становится меньше, но это не повод прекращать профилактику. Такую работу в дуэте автоинспекторы и медики будут продолжать. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.